Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Арсланова Алия Талгатовна. Я являюсь доцентом кафедры педагогики. И наша кафедра реализует программу магистратуры управления воспитательными системами в образовательных организациях. Об особенностях вступительных испытаний я вам сейчас расскажу. Это комплексный экзамен. Он состоит из тестирования и реферата. Форма сдачи дистанционная. Тестирование 25 вопросов. Минимальное количество баллов для прохождения 50, максимальное 100. Структура тестовых заданий включает в себя следующие блоки информации. Первый – это педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. Второе – это теория и методика воспитания. Третье – это теория и технологии обучения. Четвертое – управление образовательными системами. И пятое – нормативно-правовое обеспечение модернизации педагогического образования в Российской Федерации. На прохождение тестирования вам дается 1 час. И обратите внимание, пожалуйста, что у вас одна попытка. Так как дистанционная форма сдачи тестирования, вам нужно учесть следующие моменты. Первый вход через логин и пароль, отправленный вам на электронную почту. Если на вашу электронную почту ничего не пришло, в первую очередь обратите внимание на папку «Спам». Второе. Следующее посещение сайта уже может быть под своим паролем, который вы поменяете при первом входе в учетную запись. Третье. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно ваше лицо и разворот паспорта с фото и фамилией, имя, отчеством. Еще раз напоминаю, что время, отведенное на прохождение экзамена, оно ограничено, и у вас одна попытка. Инструкция по сдаче вступительных испытаний находится в личном кабинете абитуриента во вкладке «Нормативные документы». В инструкции пошагово написано, куда заходить, как пройти тест и так далее. Расписание вступительных испытаний находится на сайте приемной комиссии во вкладке «Магистратура». Обратите внимание на расписание вступительных испытаний. Вот наш комплексный экзамен по профилю управления воспитательными системами в образовательных организациях. 8 августа состоится тестирование, и в этот же день необходимо прикрепить реферат. Тестирование можно пройти с 10 утра до 10 вечера, но вы должны понимать, что после того, как вы начали тестирование, вам дается час ровно, да? То есть за этот час надо успеть ответить на 25 вопросов. Резервный день 17 августа с 10 до 5, но для того, чтобы воспользоваться резервным днем, у вас должна быть уважительная причина, скажем так, неявки 8 августа. Эти сроки касаются тех, кто подал документы с 20 июня по 6 августа, то есть те, кто рассчитывает на бюджетные места. Те, кто подал 7 августа, это платная основа обучения, да, то есть они будут проходить 14 сентября, также с 10 до 10, резервный день 21 сентября. Для подготовки к вступительным испытаниям есть программа вступительных испытаний. Она находится на сайте приемной комиссии во вкладке «Магистратура». В этой программе вы увидите требования скажем так, увидите содержание экзамена и те требования технические, которые предъявляются к прохождению тестирования. Что касается содержания, да, то есть в экзамены будут включены такие блоки информации, о которых я ранее говорила. Это педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. Это первое, да. Второе. Теория и методика воспитания. Здесь вам нужно будет обратить внимание на понятие воспитания в целостном педагогическом процессе, целеполагание и планирование воспитательной деятельности, содержание, методы, формы воспитания, современные концепции, технологии воспитания, содержание, основные направления деятельности классного руководителя.
Что касается раздела 3 «Теория технологии обучения», здесь надо будет нам с вами вспомнить, да, процесс обучения, его место в структуре целостного педагогического процесса, основные категории дидактики, теоретические и методологические основы процесса обучения, сущность процесса обучения, цель как системообразующий компонент процесса обучения, содержание образования, методы приема и средства обучения, организационные формы и формы организации обучения. Третий раздел – это управление образовательными системами. Рассматриваем образовательную систему как социальный институт, и вы можете встретить тестовые задания, связанные с рассмотрением образовательной организации как открытые системы, особенности управления открытыми системами, динамический характер образовательной системы, основные характеристики образовательной системы. И пятый раздел – это нормативно-правовое обеспечение модернизации педагогического образования в Российской Федерации. Кроме того, в данной программе вы можете увидеть структуру и требования к написанию реферата. Вот на данном слайде мы видим примеры тестовых заданий. Сразу хочу сказать, что вы встретите тестовые задания закрытого типа с одним правильным ответом, и также можете встретить тестовые задания, которые предполагают выбор правильного алгоритма действий. Ну, к примеру, да, воспитание как общественное явление, воспитание как педагогический процесс. Тут надо обратить внимание, что воспитание мы рассматриваем с 4 позиций, кроме как общественное явление, педагогический процесс, как система и педагогическая деятельность. Из раздела «Педагогика» мы встречаем такие вопросы, как под социализацией понимается, образованием называется и так далее. Что касается требований к реферату, обратите внимание на категориальный аппарат исследования, то есть это обязательно наличие актуальности, проблемы, цели, задачи и методов исследования. Структурно в реферате выделяется введение, основная часть и заключение. В заключении мы описываем результаты, к которым пришли в ходе решения поставленных задач. Темы реферата на слайде предлагаются. Критерии оценивания рефератов от 45 до 50 баллов. Это отлично. От 35 до 44 баллов хорошо. От 21 до 44 баллов это удовлетворительно. От 0 до 20 баллов это уже неудовлетворительно. Вот здесь предлагается образец оформления титульного листа. 7 августа у вас день консультации, поэтому вы можете мне на мою электронную почту, которая здесь указана, писать свои вопросы, сомнения и так далее. И на WhatsApp по указанному на слайде номеру вы также можете обратиться ко мне с различными вопросами. Мы благодарим вас за то, что вы выбрали магистратуру управления воспитательными системами в образовательных организациях.